Подскажите, пожалуйста, самый популярный граффити. Пожалуйста. Пожалуйста. Школа телевидения Телешко представляет проект «Перекличка». Всем привет! Сегодня мы будем перекликивать Уфу на креатив. А это как? Просто за последнее время у нас в столице появилось много красочных и необычных граффити. Курочка-матурочка, знаешь, что такое граффити? Конечно, знаю, отличие от тебя похоже. Граффити заполнили весь город, но мы решили выяснить, какие из них самые-самые. Курочка-матурочка, пошли тогда работать. А мы тем временем узнаем мнение интернет-пользователей, какие граффити расположились на третьем месте нашей переклички. Самая первая гигантская граффити в Уфе появилась на улице Мушникова в сентябре 2013 года. Вот оно. Мама с ребенком, или как еще называют Мадонну, занимают всю стену 11-этажного дома. А вместе с тем, третью строчку нашей переклички самых ярких и запоминающихся граффити Уфы. Расположилась Мадонна в микрорайоне Инорс. Граффити с изображением матери и ребенка выполнил 19-летний студент художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета Павел Дорофеев, или, как его знают в арт-кругах, Павел Знак. Это, кстати, не первая работа уличного художника. До этого он трудился над копией картины Михаила Нестерова «Юность преподобного Сергия Радонежского» на улице Чернышевского, которую смело называют поворотным моментом в развитии уфимского граффити. Огромные цветы, заплетенные в косы, вода в руках матери и младенец в цветке. Этот рисунок символизирует неразрывную связь между природой и человеком. Начиная с 2004 года в Уфе ежегодно проводится конкурс рисунков в стиле граффити, цель которого сохранить фасады жилых домов и здания от порчи произвольными надписями и рисунками. Объектом для творчества художников становятся гаражи, заборы, ограждения контейнерных площадок. Каждый год выбирается определенная тематика рисунков, и такие граффити, как Мадонна, являются неотъемлемой частью этого проекта. Одной из самых гигантских и красивейших граффити Уфы занимает удачную позицию и каждый день радует глаз жителей микрорайона Инорс. А нас радует, что именно Мадонна оказалась в числе самых популярных граффити столицы и занимает третью строчку нашего рейтинга. Юль, ну скажи, какой самый популярный граффити? Граффити? Не знаю я. Ой, пофигу. А давайте поменяемся. Я знаю граффити какой-то, там башкирская какая-то красавица рисует. А что такое граффити? Граффити это, которые уличные художники рисуют. О, угол Цюрюпы и Достоевского. Вот там серое такое долгое время было. Как будто бы человек стоит серый такой и рисует что-то. Не знаю. Вообще? Нет. Понятия не имею. Граффити? Да, граффити. Не знаю. Мы здесь не местные. Я вот тоже не местный. Приехали. Напоминаю, ты смотришь проект «Перекличка», а это значит, что прямо сейчас ты узнаешь об Уфе что-то новое. Сегодня мы расспрашиваем жителей столицы о том, какие граффити самые яркие и запоминающиеся. Пока Данис и Курочка-Матурочка проводят опрос на улицах, мы узнаем, какие граффити расположились на второй строчке нашего рейтинга. Вот идешь ты спокойненько по улице Юрия Гагарина, той, что Сипайлова. Ничего необычного. А вот оказавшись во дворе дома 14/1, просто не можешь не остановиться. На фасаде пятиэтажного дома расположился портрет Юрия Гагарина. Кто не знает, что это первый космонавт нашей планеты, тому 2. А Гагарин тем временем занял вторую строчку нашей переклички. Габариты картины на стене приличные, 16 на 18 метров. Эскиз был позаимствован у американского художника Тайлера Джейкобсона. На стену рисунок нанесли с помощью проектора, который был установлен на балконе дома напротив. А местные художники Олег Кайбышев, Маруся Масалимова и Артур Лукьянов обвели спроецированные на стену контуры. Эту часть работы пришлось выполнять ночью. Днем проводилась работа над отдельными деталями. Стоит отметить, что за работой молодого коллектива следили жильцы соседних домов. Видимо, из всех этих окон наблюдали, и не просто наблюдали, а приносили художникам пирожки. Наверное, поэтому на выполнение такого масштабного арт-проекта потребовалось чуть более недели. Всего на граффити ушло 122 банки краски, 77 литров фасадной краски и еще 11 литров эмали. А уж сколько сил, вдохновения и хорошего настроения просто представить трудно.
Даже дожди не помешали. Наверное, все дело в энергетике человека, изображенного на граффити. Первый космонавт нашей планеты занял вторую строчку нашей переклички. Теперь мне вдвойне интересно, какие граффити займут первое место. Подскажите, пожалуйста, самый популярный граффити. Пожалуйста. Гагарин. Тихо, подождите, подержите, пожалуйста, я запишу, или вы запишите. Давайте мы поддержим. Там музыка, не знаю, потанцевать с курочкой. Девочек, подождите, пожалуйста. Не знаю. Как не знаете? Зря бегал, калории сжигала. Все обычные. Хорошо. Что? Нет, Обычная живопись. нет, да. Не доезжаю с ЖД больницы. Подержите, пожалуйста, запишу. Пишите так. Я знаю Мадонну. Мадонна. Проект «Перекличка» в твоем телевизоре. И сегодня мы узнаем у уфимцев, какие граффити им нравятся больше всего. Данис и Курочка-Матурочка проводят оффлайн-опрос, а онлайн-опрос уже проведен. На третьем месте Мадонна, на втором Юрий Гагарин. А какие же граффити расположились на первом месте? Башкирская красавица, застывшая в танце над облаками. Ну какие могут быть сомнения, что не она расположится на первом месте нашей переклички самых ярких и запоминающихся граффити столицы? 30-метровое изображение танцующей башкирской девушки на стене дома по улице Менделеева появилось в сентябре 2014 года. Над национальным образом в стиле аниме работали молодые уфимские художники Артур Нурадинов, Тимур Разметов и Виктория Антонова в рамках реалити-шоу «Город творчества». Площадь рисунка огромная, а сам он находится на приличной высоте. Поэтому команде уличных художников пришлось пройти специальное обучение для работы над землей. Теперь у них даже есть соответствующие корочки. Осуществить задумку было непросто. Надо было и подходящий дом найти, и получить разрешение на художество, и где-то взять специальный проектор. Но, как видите, все трудности позади. Раз башкирская красавица появилась на 116-м доме по улице Менделеева и радует не только жителей района Зеленой Рощи, но и всех уфимцев и гостей столицы. Граффити с изображением танцующей башкирки вызвало много споров в СМИ и интернете. Но при проведении нашего онлайн-опроса споров о том, что она стала лидером, не возникло. Танцующая башкирка занимает первое место нашего рейтинга самых запоминающихся граффити Уфы. О, подскажите мне, пожалуйста, самый популярный граффити какой в Уфе? Не знаю. Вообще не знаете? Ну, тык-тык-тык-тык, чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас вспомню. Во, Сипайлова, Гагарин. Как называется? ОАМ. Граффити? Да. Уличный художник, который В рисует. Норсе я знаю. А что там в Норсе? Там женщина нарисована. Граффити? Да. Ждоболист только знаю. Ну, Гагарин там еще есть ветераном войны. Так, подождите. Ага, ладно. До свидания. А курит себе? Да нет, не отдам, не могу уж. Мое. Оффлайн и онлайн опросы проведены, и теперь пора подводить итоги нашей переклички самых популярных граффити Уфы. В онлайне лидерами стали Мадонна, которая заняла третье место, Гагарин расположился на втором месте, а первое место досталось самому свежему рисунку – танцующей башкирке. А вот с оффлайн-опросом Данису пришлось изрядно потрудиться. Не так много жителей Уфы при прогулках, оказывается, смотрят по сторонам. Но с помощью Курочки-Матурочки нам все-таки удалось выяснить и подвести итог. На третьем месте расположилась стена с граффити на остановке железнодорожной больницы. На втором месте оказались мелкие граффити, разбросанные по дворам Уфы. А абсолютным лидером оффлайна стал Юрий Гагарин. Вот такая красочная перекличка. Уровень патриотизма зашкаливает. А по-моему, нашей столице не хватает одного единственного граффити. Какого? Меня с курочкой-матурочкой. Почему это? Ну, мы символ нашей столицы. Скорее наши переклички. Пошли. Куда? Рисовать вас буду. Серьезно. Перекличку для вас провели Рома, Данис и Курочка-Матурочка. Встретимся на улицах города. Пока-пока.